Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемое профессиональное сообщество. Комреспубликанский институт развития образования ведет прямую трансляцию круглого стола, посвященного вопросам взаимодействия науки и образования. Сегодня в аудитории присутствуют представители Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина, опорный вуз Республики Коми, представители Коми научного центра, представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, представители образовательных организаций. К нам подключены все муниципальные образования Республики Коми. Для нас сегодня знаковым событием является присутствие у нас в аудитории Татьяны Викторовны Крупа. Татьяна Викторовна является резидентом фонда Сколково, основателем и президентом компании Global Lab, онлайн-исследовательская среда для педагогов, учителей, для педагогов-исследователей, для обучающихся и родителей. Татьяна Викторовна, мы рады вас приветствовать. Спасибо, что вы посетили нашу республику, что вы уделили нам свое профессиональное время. Татьяна Викторовна сегодня нам рассказала, что на прошлой неделе в Лондоне, несколько недель назад, компания была включена в 100 лучших инновационных проектов на уровне международного сообщества. Поэтому, уважаемые коллеги, для нас это очень важно и почетно. И мы сегодня будем обсуждать вопрос, а что же такое инновация? Что такое научная инновация? Но и как включить сегодня наших современных обучающихся в эту систему. Ну и, конечно, важно, а как методически подготовить наших педагогов. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас сегодня формат круглого стола. Мы очень надеемся, что у нас будет открытая дискуссия, вы будете задавать вопросы, и мы в рамках резолюции, наверное, обсудим те рекомендации, которые будут нам сегодня предложены. Вам слово. Большое спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. На самом деле, знаете, я часто выезжаю в регионы и выступаешь всегда по-разному. Иногда приезжаешь и говорят, ну, снова выступаешь, зачем ты сюда приехал. А сегодня мы приехали, и как нам рассказывают, что нам это важно, что наши дети должны быть впереди планеты всей. Мы хотим, чтобы инновация у нас была. И давайте попробуем обсудить, как это сделать. Это отрадно, на самом деле, слышать, потому что, ну, приятно, что об этом думаем не только мы, а вы. Поэтому большое спасибо за то, что вы собрались, большое спасибо за то, что пригласили. Я приглашаю к активной работе. Я, конечно, буду сегодня очень много рассказывать, и скорее я буду рассказывать из нашего опыта. И то, что нам уже удалось понять, внедрить, опробовать, может быть, изменить, потому что очень многое приходится изменять в процессе работы. Понять, что такое инновация, определить инновацию, отличить инновацию нашу от инноваций, которые сейчас присутствуют в мире. И эти понимания на самом деле очень разные. И по большей части я сегодня буду говорить о проектно-исследовательском подходе. Это модная тема, особенно в преддверии 2018 года, которые говорят, что все должны внедрить проектную деятельность, вынь да положь. Вот, и это слово не только сейчас активно звучит в образовании. Мы вот сегодня утром летели, я листала журнал «Аэрофлот», в котором было написано: мы внедряем проект в искусство. Что внедряем, зачем внедряем? Ну, не всегда очень понятно, потому что самая сложная проблема при всех внедрениях — это понятие терминологии. Мы утром это тоже обсуждали, потому что понятие не разводится, есть некоторая деятельность, под которой подгоняется некоторые понятия, и дальше педагогу очень сложно, не потому что он не хочет это делать, скорее сложно делать деятельность, которая непонятно зачем, и непонятно, какие педагогические результаты мы хотим иметь в итоге. Поэтому я немножко остановлюсь на содержательной части или теоретической части, как я ее называю, нашего подхода. Он у нас не проектный, а проектно-исследовательский. И более того, это подход, который построен на гражданской науке. Это некоторое модное направление сейчас отчасти, но он существовал очень давно. И мы говорим об исследованиях, которые состоятся лишь в том случае, если собрано очень много данных, то их можно проанализировать.
Итак, мы говорим сегодня о Global Up. И первое, с чего я хочу начать, это тоже модный слайд. Я специально этими вкраплениями делаю некоторые модные вещи, о которых сейчас говорят очень много. И если вы там присутствуете на всяких обучениях, особенно в высшей школе экономики, то вводится много понятий. Понятие компетенции, метакомпетенции, межпредметный, метапредметный подход. И каждый вот это понимает по-своему. На этом слайде представлены то, чего как-то так называемые навыки и умения. Я не останавливаюсь на слове навыки, потому что, будучи психологом, я знаю, что это некоторое действие, доведенное до автоматизма. В данном случае мы не говорим об автоматизированных навыках, мы говорим о навыках и умениях и скорее компетенциях, которые нужны людям и скорее выпускникам, школьникам, которые хотят быть успешными в жизни. И если на них очень внимательно посмотреть, там, это некоторые грамотности в этой строчке, это некоторые умения, которые здесь, и это некоторые свойства личности, которые присутствуют здесь. И, казалось бы, вот это что-то новое, опять нам нужно чему-то учиться. Я специально концентрирую внимание на этих формулировках, чтобы перейти дальше. Следующий слайд, который у меня здесь есть, это слайд выдержка из федеральных государственных образовательных стандартов, которые говорят, что мы должны формулировать, что мы должны формировать у детей, каким образом. И здесь не очень сильно говорится о результатах, это отдельная тема. Но мы знаем, что вот это этому мы должны обучать и формировать это у детей. Я провела вместе со своими коллегами некоторый такой сравнительный анализ. Если сравнить то, что было на первом слайде, и то, что сейчас модно, и то, что было продемонстрировано на экономическом форуме, это первый слайд. Дальше наш вброс и соотнести понятия по сути, мы получим некоторое такое облако. И облако говорит о том, что мы этому всему учили, мы просто это немножечко не так формулировали. И в основном это то, что заложено в современном вбросе, и отчасти это было заложено всегда. Просто нужно найти те технологии и подходы, которые помогут сконцентрироваться на этом, то есть сдвинуться немножко от тех знаний, которые мы передавали, к тем умениям и навыкам, которые мы должны были передавать на протяжении долгого времени. То есть это и формирование основ продуктивного взаимодействия и сотрудничества. Мы там видели на том слайде, что нужно уметь взаимодействовать. Это логическое мышление, креативность и так далее. То есть если проследить, это в принципе похожие вещи. Отдельно я остановлюсь на метакомпетенциях, их определяют всегда по-разному. И если вообще разбирать полностью понятие метакомпетенции, я считаю, что метакомпетенция, она одна, это компетенция в получении компетенции. Или по-другому, это возможность быстро научиться и приобрести те умения, навыки и компетенции, которые нужны в сложной жизненной ситуации. И об этом, если мы говорим, это совсем не простая вещь в настоящее время, потому что если мы рассуждаем на тему будущих профессий, то к чему, по сути, мы готовим наших детей сейчас, мы говорим о том, что вот буквально вчерашняя статистика, что 47 профессий США через 10 лет они изменятся, их не будет. Вот то, что есть сейчас, потому что водителей не будет, заменится робототехникой, там контролеров не будет, потому что это все будет автоматически и так далее. То есть, но зато появятся новые там профессии, которые будут дизайн биогена, там чего-то заниматься. И все бы хорошо, только непонятно, какие требования сейчас предъявлять к ребенку, поэтому самое важное, чему мы должны его научить, это некоторые возможности действовать в неопределенной ситуации. И вот это то знание, к которому, мне кажется, нужно в дальнейшем обращаться постоянно, когда мы обучаем детей, не просто научить их физике, а научить их применять эту физику в сложной жизненной ситуации и так далее. Исходя из этого, и дальнейший анализ говорит о том, что, по сути, эта метакомпетенция, если ее интерпретировать, и об этом говорят работодатели, здесь вы видите слайд, связанный с работодателями, это умение решать проблемы. Здесь мы видим требования к руководителям, специалистам и рабочим. И на самом деле умение решать проблемы – это та компетенция, которая нужна на всяких уровнях, несмотря на то, хочешь ли ты стать великим руководителем или ты хочешь быть простым рабочим, тебе все равно придется решать проблему, и эта проблема, она сегментирована.
Чтобы решить эту проблему, нужно пройти несколько этапов. Эти этапы, во-первых, нужно выявить и изучить эту проблему, нужно спланировать и организовать деятельность для решения этой проблемы, потом найти и применить информацию, то есть это сбор данных и анализ ее. После того, как эти анализы и сбор данных произошел, нужно на основании этого разработать и внедрить решение и осуществить анализ и оценку, то есть обсудить результаты полученные. По сути, если совсем глубоко мыслить, образовательная деятельность, на принципе, должна быть построена примерно на таком же принципе. Исходя из этого, мы постарались реализовать и транслировать каждый из этих этапов на проектно-исследовательскую деятельность и заложить в основу тех проектов и той деятельности, которую мы и развиваем, которую мы внедряем, и с чем я сегодня к вам приехала. А приехала я вам сегодня с Global Lab, о котором уже мы сегодня говорили. Это некоторая онлайн-среда, которая позволяет делать проекты. Эти проекты отягощены исследовательской компонентой. Эти проекты построены на краудсорсинге, и они имеют жесткую технологическую историю, связанную с этапами научной деятельности. В этой среде уже сейчас существует более 150 тысяч участников, они собраны по всему миру. В основном это, конечно, российские участники из разных регионов. Они говорят на 3 языках интерфейсно, это русском, английском и испанском. Причем русские дети очень много участвуют в английских проектах. В испанских меньше, но там не очень много участников. Конечно, и среда позволяет делать много проектов на национальных языках. У нас, например, этим активно пользуются дети из Тель-Авива, потому что у них, там свой язык, понятно. Вот, и пользуются этим активно чеченские дети, которые делают свои чеченские проекты в Республике Чечня по своим национальным традициям, по своим национальным явлениям, по своим национальным фактам, которые у них действительно есть. Проекты все, которые у нас нет чистых проектов, как я говорю, у нас все проекты межпредметные, потому что жизнь, она не состоит из предметов, и это тоже часть идеологии, вся жизнь, она состоит из явлений, событий, из всего остального, и поэтому дети должны изучать не биологию, физику, химию, а с нашей точки зрения важно, чтобы у них был некоторый межпредметный подход. Таких проектов, которые сейчас опубликованы уже более почти 2000, это опубликованных. На самом деле их около 12 тысяч. Мы не все проекты публикуем по определенным обстоятельствам, мы их модерируем. И условия модерации я тоже вам расскажу, каким образом что мы предъявляем детям для того, чтобы быть для того, чтобы быть опубликованным. И, естественно, большая часть это школьников. Хотя, если быть до конца честным, мы определяем учителей и не учителей, потому что в системе существуют дети от 5 до неизвестно какого возраста, в основном они до 19. И в начальной школе это, конечно, дети с родителями, которые составляют команды и участвуют в кружках, участвуют в изучении окружающей среды, в изучении традиций. Самый простой проект, о котором можно говорить, они изучают детские игры, они изучают «Кто я?». И я часто тоже привожу такой пример, он очевиден для девочек, не знаю, как мальчики в этом участвовали или нет. Когда я была маленькая, у меня была такая тетрадка, в которой кто ты, какой цвет тебе нравится, какое твое хобби и так далее. И каждый твой друг заполнял такую анкету, и в дальнейшем в этом составляли уже, кто тебе подходит, кто не подходит. По сути, это вид первого социологического исследования, когда ты изучаешь себя и свое окружение, чтобы себя с кем-то идентифицировать. По сути, мы тогда уже получали первые научные данные, которые можно было куда-то встроить. Это Global Lab сегодня. В Республике Коми Global Lab тоже представлены. Это хаотично найденные люди, вернее, люди, которые хаотично нашли Global Lab. Их не так много, всего 14 преподавателей и 103 участника, которые участвуют в 51 проекте. Самый популярный проект у вас, это «Насколько я уникален». Проект, который действительно на ровном месте помог детям изучать генетику. Я сейчас привожу некоторые примеры, может быть, не системно, но для того, чтобы войти в тему, может быть, более понятно. В этом проекте, «Насколько я уникален», есть несколько вещей. Вы определяете цвет своих глаз, волос, кудрявые они или нет. Есть два вопроса, которые немножко отличаются от того обычного фенотипического описания человека. Это сможешь ли ты сложить язык в трубочку?
И сможешь ли ты вот так вот двигать пальцы? Дети в результате получают некоторую свою аватарку, но интересно было проследить, каким образом они дошли до того, что эта генетика, без участия ведущего и взрослого, они определили, какая это генетика, на основании чего она определяется в дискуссии, и они привели разные ссылки, и они понимают, что такое ген, что там можно рассчитать, что это зависит от родителей, и то есть все, что они сидя запоминают в классе на уроке биологии, они дошли до этого сами и считают, что они даже поиграли, они их заставили поучиться. В этом проекте более 8000 участников, и они, ну, то есть мы видим примерно фенотип по разным настройкам, хотите по широте, хотите по долготе, хотите по городу, по региону и так далее. Это все, что касается участников из КОМИ. Дальше этот слайд тоже интересен, хотя с одной стороны это обычные графики, ну, обычные пай-чарты и диаграммы, но здесь тоже есть некоторые закономерности. Закономерность заключается в том, что дети, которые приходят в Global Lab, определяют свои научные интересы в профиле, не всегда определяют правильно свои научные интересы. Вот видите, здесь у нас самая большая выборка, это все одни и те же дети. Это те, кто изучает математику. Но зато они заполняют больше всего проектов, которые связаны с социологией. Вот. А темы, которые они сами составляют проекты, для них тоже больше важны социологические проекты. Есть две гипотезы, которые я выдвигаю. Во-первых, потому что хочется быть математиком, но математика очень сложна. Вот. И социальный эффект, который очень сильно влияет на детей. То есть это нужно проверять сейчас. Вот, но закономерности такие есть. Очень много, вот смотрите, здесь еще очень интересная история с биологией. Вообще здесь ее очень мало, а здесь биология увеличивается. То есть все, что вокруг тебя, больше интересно детям, и науку можно строить, в принципе, на тех вещах, которые вокруг тебя. Здесь я постаралась аккумулировать те проблемы, которые мы пытаемся решить при помощи Global Lab, и о которых я буду потом подробно на примерах рассказывать. Ну, первое и понятное это история, это мы даем некоторый инструмент, который может быть сложный, который может быть тяжелый, но с нашей точки зрения он достаточно простой. Внедрение проектно-исследовательского подхода в урочную деятельность. Почему это происходит легко? Ну, это понятно, потому что уже существует большое количество проектов, которые выверены модераторами, которые можно брать и внедрять. К этим проектам есть методические рекомендации, описание, каким образом это можно встроить в учебную деятельность. И многие из них апробированы, и вы можете посмотреть, как учителя это уже сделали. Кроме того, мы очень активно занимаемся методической поддержкой, и для нас это важно, потому что на сегодня мы понимаем, что мы немножечко впереди паровоза, потому что я часто путешествую по регионам, мне все время говорят, ну, так очень много работы, вы проектно на чем? Вот там вот есть все это, сайты, на которых есть там презентации, вот это полезно, а здесь же что-то делать нужно. И поэтому есть обсуждение о том, почему это важно. И это некоторая такая амбассадорская деятельность для того, чтобы рассказать, что это все-таки важно для детей, если мы хотим обеспечить некоторые их потребности, которые сейчас уже понятно, что нужно обеспечивать. Это сетевое взаимодействие с различными учреждениями по всей стране, потому что у нас есть методики, которые позволяют транслировать свои лучшие практики всем остальным участникам. И это помогает, с одной стороны, учителю понять, чем отличается твой регион от другого, с другой стороны, это может быть механизм развития финансового того же самого региона. И в-третьих, это, конечно же, большая возможность обмена опытом. Про оборудование я скажу отдельно. Вот в начале самом мы говорили о том, что мы Сколковский проект. И Сколковским проектом мы стали ровно тогда, когда мы изобрели методику передачи прямого принятия данных с различных датчиков, с различного оборудования. То есть ты не просто руками вносишь там какие-то данные, ты можешь видеть потоки, там, допустим, если это звук, ты можешь видеть разные потоки, ты можешь видеть несколько подряд кадров с микроскопов для того, чтобы делать такую аналитику для исследования. Если это не очень нужно в школьной деятельности, то в рамках исследовательских кружков это может быть очень полезно, потому что там как раз очень многое зависит от потоков.
Я отдельно расскажу о нашем проекте со Сбербанком, который мы сейчас начинаем в конце. Он как раз связан с тем, как принимать данные с микроскопов и как изучать микро и сделать его ближе. Ну, понятно, это внедряется в инновационный проект. Это что касается учителей. Важная составляющая, это, конечно, для нас, собственно говоря, дети, потому что, ну, по большей части мы созданы для детей, для их развития, и пропагандируем идею, что учитель – это человек, который должен способствовать их развитию, а не стоять выше, лучше, краше. А вот это вот должна быть сейчас команда, и все должны взаимодействовать вместе. И для учителей, для детей это, конечно же, способ повышения мотивации, и это способ найти себя. Мы проводили несколько исследований. Эти исследования связаны с детьми, которые ограничены в своих возможностях, и те, у которых нет доступа прямого к хорошим методикам. Они и просто имея интернет и включаясь в эти проекты, они себя рассматривают уже как часть социальной сети, тем самым особенно не подозревая, что происходит их непосредственное развитие. Вот, они есть даже интервью с девочкой, которая говорит: я прихожу после школы, я включаю, и я смотрю, что новое. Я смотрю, какие новые проекты, какие мне интересны, какие анкеты мне доступны сейчас, чтобы их заполнить. Я таким образом развлекаюсь. То есть, получается, они приобщаются к науке путем выполнения некоторых строгих лабораторных работ, тем самым в дальнейшем, и это для нас очень важно. Вопросы? В дальнейшем как бы мотивируя себя на исследование. Конечно, я говорю сразу, мы же не даем знания, мы не рассказываем, что такое там исторический факт, чаще всего не рассказываем, если не хотим. Мы не рассказываем, чем отличается первый закон Ньютона от второго и всякие другие. Но, по крайней мере, наш принцип, это, как мы говорим, здесь любопытство рулит. Возбудить то любопытство, которое позволит стимулировать собственную познавательную деятельность. И понятно, мы говорили уже о компетенциях будущего, я не буду останавливаться отдельно на пункте 2. Появляется возможность участия в реальных научных исследовательских проектах с учеными, аспирантами, студентами и так далее. И это правда, потому что у нас сейчас уже есть некоторые ученые, некоторые аспиранты, которые понимают, что это бартер определенный, что давая детям некоторые знания, обучая их чему-то, они могут получить такой массив данных, которые ни за какие деньги они не получат никогда. Я приведу простой пример, это мой любимый пример, я его часто привожу, который связан с инфляцией. Когда аспирант РГГУ, кажется, как это называется, он писал свою магистерскую работу по экономике, связанную с развитием инфляции в стране. Наши дети имели некоторый список продуктов, их было ровно 5, и 4 раза в год, или раз в месяц, в некоторые периоды они ходили в один и тот же магазин, который располагается на определенном расстоянии от дома, и замеряли, где стоят эти продукты, фотографировали их, описывали, ну и определяли, изменилась или не изменилась цена. Взамен этот ученый рассказывал, что такое инфляция, каким образом она формируется, как она рассчитывается и для чего это все нужно. То есть они изучали полностью теорию инфляции, которую в дальнейшем они уже не шли на экономику, они разного возраста это начинали понимать. Он получил данные по инфляции во всей стране, написал на этом магистерскую работу, а дети взамен получили полностью представление о том, что такое инфляция, как она формируется, как инфляция здесь отличается от инфляции в другом регионе. Ценно, с одной стороны. Мне кажется, с другой тоже ценно, но если есть возможность поспорить, спорьте со мной, мне будет даже очень интересно. Вот. И сейчас у нас очень много данных, которые связаны с фенологией. Это данные, которые делаются действительно учеными, это данные по регионализмам, которые изучаются для русского языка и так далее. Следующее. Школьники могут создавать проекты совместно с участниками из разных регионов, на различных языках. Я об этом уже говорила, но вообще история с созданием территориально распределенных команд, это тоже очень забавная для меня история. Они тоже в интервью можно прослушать, когда я интервьюировала 4-классницу, девочку, которая с 1 до 4 класса Global Up, она говорит: я таким образом нашла детей, друзей. Причем она этих друзей нашла в своей же школе, которая просто их старше.
они не общаются, им нужна некоторая идея объединяющая, вокруг которой они могли бы найти себя, в том числе, как я говорю часто, как единомышленников, которые бы могли быть увлечены тем же самым. Вот. Олимпиады, конкурсы, связанные с проектной деятельностью, это мы проводим отдельно, и здесь скорее не сама Олимпиада имеет ценность с точки зрения детей, они традиционно там играют, для них интересны бейджи, для них интересны достижения, за которые они борются, и им кажется, что вот они участвуют в очередном квесте для того, чтобы получить очередной значок. Вот. И с точки зрения, последний блок, это администрация, директор, зауч, есть некоторые системы мониторинга того, чего делают школьники, для того, чтобы примерно представлять мало того, что научные интересы каждого школьника, ну и те проекты, которые они сделали. И, может быть, найти действительно уникальные проекты. Об одном из нескольких таких проектов я позже расскажу. Проекты, которые сделаны школьниками младших классов. Я не говорю о проектах старших классов, потому что младших классов это же драйв определенный. Вот сделаны, и они участвуют в них, и в них участвует уже много-много участников с разных стран. Как это работает? Ну, первое, о чем стоит сказать, это то, что все это работает по модели краудсорсинга или гражданской науки. Краудсорсинг существует только тогда, исследование существует только тогда, когда собрано большое количество данных и собрано оно в общем хранилище. Эти результаты, которые получаются в общей базе, представляют собой некий общий результат, который, несмотря на общность результата, может быть интерпретирован по-разному. Ну, например, если у вас собраны данные по снегу, это проект, который мы сегодня уже обсуждали, то там можно обсуждать много-много разных аспектов. Это аспекты могут связаны быть с влиянием на сельское хозяйство. И ребенок тоже может это изучать. Просто это может быть фенологический проект, когда у нас выпал снег, и это связано с климатом, какой у нас климат и так далее. То есть даже имея одну и ту же данную и по-разному представить, базу данных, по-разному их представить, можно иметь разные исследовательские работы для разных журналов, конкурсов и так далее. И, собственно говоря, это новое знание может стать реальным предметом дискуссий, как в той же экономике. Наша инфляция не совпала с официальной инфляцией. Здесь можно дискутировать, кто прав или не прав. У кого погрешность, у детей погрешность или у государства погрешность. Ну, в этом случае, ну, вот дискуссии могут быть такие или не такие. Они могут менее быть политизированные, более политизированные. Мы, конечно, стараемся вот в область политики как-то не уходить, а все возвращать на область наук, в сторону науки, в сторону исследования, в сторону научных интересов. Собственно говоря, какие виды деятельности присутствуют в ВАЛАДе? Первое, о чем стоит говорить, то, что для того, чтобы подготовиться к проекту, нужно для начала понимать, что ты хочешь исследовать. И первая деятельность, которую мы создали, это, конечно же, был проект. В нем можно было участвовать, с ним можно было что угодно делать. Но в какой-то момент было понятно, что дети не умеют делать проекты. Более того, они не умеют экстраоризировать свою внутреннюю задачу и свою внутреннюю тему. И там вот есть много тем, можно любую. Самое первое, что у нас появилось, это история велопарковок. Вот была идея велопарковок, хочу велопарковки изучать не хотим. Ну, в велопарковке оказалось, можно изучать много вещей. Во-первых, как территориально распределены, изучить, какие велосипеды используются, изучить, в каких городах есть велопарковки, какую социальную задачу они решают. Но поставить такую задачу дети часто не умеют. Поэтому это самый сложный вводный этап формирования всей исследовательской деятельности, четко обозначить предмет исследования. Это есть идея. Мы попытались реализовать, мы по-разному спорим терминологически. Вот люди, которые более западники, они у нас говорят, что это скаффолдинг. Это от английского слова поддержка. Вот, когда такие леса есть, это называется скаффолдинг. А я это называю зоной ближайшего развития, потому что ты примерно каждым последующим шагом и ответом на каждый вопрос пытаешься себе задать площадку или ограничить, наоборот, площадку для того, чтобы исследовать ту или иную тему. И после того, как идея формируется, за эту идею могут голосовать.
ты можешь сам на основании этой идеи делать проект, но ты можешь сразу просто оставить это в виде идеи, твою идею может подобрать любой другой участник из любого другого региона, из любого другого города для того, чтобы создать свой проект примерно в твоей идеологии. Ты в нем можешь поучаствовать. Второе, самое из простых вещей, это участие в проекте, когда ты заполняешь эту исследовательскую анкету и когда ты ее подаешь в общую базу данных. Для тебя это лабораторная работа, независимо от того, это естественные науки, социальные науки, любые другие науки. Это, конечно, лабораторная работа, и даже если это гуманитарный предмет, тебе часто приходится идти в библиотеку или в интернет для того, чтобы получить данные, для того, чтобы изучить свой ракурс. Твоя анкета всегда будет отличаться от анкеты любого другого участника. Следующий этап – это создание проекта. Здесь, конечно, очень сложно. Очень сложно изначально. Точно вам скажу, не потому что я кого-то хочу обидеть. Дети создают проекты хорошие, методические. Чуть быстрее, чем это делают учителя. Правда, мне самой было первое время сложно понять, чем гипотезу, то есть правильно поставить цель, гипотезу, определить средства и выбрать виджеты для того, чтобы данные представились в том виде, в котором есть. Но у нас есть некоторые уже сообщества детей, которые учат других детей и, честно, уже учителей делать правильные проекты. Вот, наверное, я тоже для себя иногда выдвигаю гипотезу, и это вопрос дискуссии. Мне кажется, что вообще любопытство и исследовательская деятельность – это нечто, что естественное для любого человека. Поэтому прежде чем ты на себя там насобирал большое количество всяких вещей, связанных с социальным одобрением, неодобрением, правильностью, хорошо выглядеть, а у ребенка этого нет. Поэтому он делает большее количество попыток, по крайней мере, для себя, ему становится легче переходить, то есть вербализировать то, что ему кажется, это оказывается правильно. То есть вот у него ограничений меньше, но это моя гипотеза, я научно ее не проверила, поэтому просто я ее высказала. Вот. И последняя сущность — это курсы и кружки. Мы отстроили эту систему для дополнительного образования, когда регион или любой другой участник может сам делать свои курсы и кружки. Они все должны быть отягощены проектно-исследовательской деятельностью, но в них, как в любой системе, есть видео, там, журналы исследования, видеоматериалы и так далее. То есть если у тебя есть практика, которая, там, не кройка и шитья, а кружок, в котором может присутствовать исследовательский компонент, можно сделать это на платформе, записать туда много-много детей, в том числе из отдаленных территорий, или те, которые не могут передвигаться, создать свой кружок и транслировать свою практику для других детей. Итак, мы говорим, как это работает дальше, мы говорим о базе готовых исследовательских проектов, сколько опубликовано мы уже определили. Все проекты структурированы, их можно искать, их можно выбирать по различным предметам для того, чтобы устроить свою учебную деятельность. Есть проекты, которые разработаны редакцией, на самом деле таких проектов на сегодняшний день всего 200, остальные это те, которые разработаны не редакцией, а учеными, преподавателями и самими детьми. Вот пример естественно-научного проекта «Природный индикатор PH». Он действительно научный, и он использует оборудование, которое есть в школах. И здесь учащиеся должны найти растения, которые могли бы использоваться в качестве полных или частичных индикаторов кислотности. Кто здесь преподаватель химии? Видимо, нет. Но я точно знаю, что такая тема в школе есть, и она очень сложно изучается, когда мы опрашивали. Вот. А здесь дети учатся готовить раствор, они калибруют эти растворы, они получают их, и в результате такой игровой деятельности они учатся сравнивать данные, которые, по сути, не только учат готовить эти растворы и запоминать, что вот есть такие природные индикаторы. Они сравнивают данные, и в конце они выходят с понятием, что такое, собственно говоря, этот природный индикатор, как его определить, и где его можно найти, и как его можно применить. Второй проект, я тоже отчасти гуманитарного проекта, это литературная география, где учащиеся наносят на географическую карту места, упоминающиеся в художественной литературе. То есть здесь они изучают как бы литературу, но тем не менее они определяют, что такое ландшафт, какие бывают горы и так далее. То есть таким образом через некоторую деятельность они получают знания в разных областях.
Для того, чтобы сделать проект, есть конструктор, он простой, вот у него есть несколько закладок, здесь вопрос не технологический какой-то, в технологических умениях, а здесь скорее вопрос именно в постановке цели, в названии проекта, описании, подбора целей и гипотезы, соотнесения гипотезы и средств и так далее. Это как раз сложная работа ума для того, чтобы в дальнейшем этот проект был всем интересен. И вот как мы говорили, что нужно описать цель, гипотезу, выбрать те средства, при помощи которых вы хотите, какие данные вы хотите анализировать. Здесь есть все типы вопросов, которые есть: число, ввод данных, графики, ввод данных, вопросы. Ну, то есть все, что возможно, мы постарались сюда заложить. И дальше есть место, где собираются данные. Здесь бывают числовые данные, качественные ответы, географические, изображения, видео, аудио, серии измерений из датчиков и файлы, которые тоже можно сложить. И скорее файлы это является заключительным этапом, когда ты уже пишешь свое исследование. От того, насколько вы точно сможете подобрать вопросы, будет зависеть качество данных, которые вы собрали, и качество дальнейшего исследования. Я не буду подробно сейчас рассказывать на тех типах вопросов, это легко очень посмотреть. Мы старались очень подробно это все изобразить, каким образом эти данные можно представлять. Видите, здесь облако тегов, диаграммы Вена. Вот проекты бывают разные, в том числе и по Майнкрафту. Вот здесь отдельно я хотела бы остановиться на динамике развития интересов школьников. Видите, это как дети, которые пришли в первый класс, и первое, что они изучали, это игры нашего двора. Ну, то есть, что знают, то пою называется. Вот, ну, там тоже можно это классифицировать, и не как-то там что-то рисовали, но зато вот к концу года учащаяся первого класса смогла сделать батарейку из лимона. Вот, сама, ну, с родителями, конечно же, ну, вот так вот такая странная динамика интересов. И в последующем мы можем говорить о исчезающих шедеврах, о созвездиях, об образе женщины-матери в искусстве, или же вот некоторый набор проектов, которые представлены сейчас и которые делаются как раз детьми 4 класса. Все результаты, которые выполнение проектов, создание проектов, в том числе, когда проекты с учеными фиксируются в портфолио, и это портфолио можно корректировать для того, чтобы распечатывать там, и раздавать кому очень хочется. Кроме того, у нас есть уровни, сила, очки и группы, это некоторые моменты графикации, которые, ну, я тоже немножко расскажу, но это, по крайней мере, то, что стимулирует детей играть на глобала, для того, чтобы эта деятельность была организована. Данные накапливаются автоматически, и вот это все можно раздавать. Курсы «Кружок», я вам о нем подробно немножечко рассказала. Чем отличается курс и кружок? Кружок, он всегда имеет четкое расписание. И вы знаете, у вас есть задание на определенную неделю. Через неделю вы приходите, у вас в онлайне есть четкий преподаватель, с которым вы полностью все обсуждаете. То есть это по расписанию, ты ходишь, куда ты выходишь, что ты точно так же приходишь в онлайн для того, чтобы понять, что ты изучаешь, зачем ты изучаешь и чего ты это делаешь. Они все объединены в общую траекторию, включают множество материалов, все зависит от того, от фантазии того конкретного тьютера, который есть. Вот здесь, например, есть и статьи, и мультимедиа материалы, то есть все обеспечение того курса кружка, который вы хотите провести, оно присутствует для того, чтобы ребенку было понятно. И вот здесь вот есть такой малый практикум по ботанике, это наше «Изучаем листья». Это наш самый первый кружок, и мы не думали, что он пойдет. Ну, просто потому что у нас была готова уже эта тема, мы решили попробовать, сработает ли сам механизм. На самом деле оказалось очень странно, что дети приходят даже на такую, казалось бы, неинтересную тему, приходят очень массово, вот, и в результате они не только собрали цифровой гербариум, который у нас был как бы на флаге, что мы соберали цифровой гербариум. Они точно сейчас, вот я уверена, что все там, которые были участниками, знают, что такое лист, что такое жилкование и все остальное, и для них, ну, то есть это был кружок, в котором они с удовольствием ходили. Поэтому все, конечно, зависит от материалов тьютера и его способности об этом сказать. В данном случае получилось даже на практикуме по ботанике сделать из этого что-то интересное.
Все образовательные учреждения, которые у нас присутствуют, в целом объединяются в виртуальные площадки. И здесь мы тоже решали очень сложную задачу, которую не сами придумали, нам они сказали. Потому что нам многие говорят, что вот, мы не готовы свои проекты сразу отдавать миру. А может, они неинтересны. А может, мы смущаемся, там может быть 1000 аргументов, почему мы не хотим. Вот, виртуальная площадка позволяет делать закрытые проекты только для твоей школы. То есть ты там видишь только то, что делают твои ученики, ты можешь это модерировать, ты можешь сам распределять это по траектории, связанной с поурочным планированием и так далее. Вот примерно об этом виртуальная площадка. Вы видите одну из них, которая представлена. Что-то не получилось в дизайне. Ну, не важно, мы об этом уже тоже поговорим. Внутри виртуальной площадки ведется рейтинг пользовательских проектов. Рейтинг не потому, кто хороший или плохой, это тоже можно посмотреть, но мы скорее приводим рейтинги количественные, для того, чтобы понимать, мы не даем оценок в целом. Мы говорим, что вот в этом проекте поучаствовал 1 миллион пользователей, значит, он интересен, и что он там дает, и так далее. Точно так же, как я не оговорилась, мы в портфолио не даем никаких оценок, мы просто говорим о том, что ты, скорее всего, биолог, вот, потому что у тебя много проектов биологических, но мы не оцениваем, что ты точно биолог или математик и так далее. И это важно, мне кажется, это очень хорошо сказывается на формирующей оценке. Если рассуждать вот историю, обсуждать историю с формирующей оценки, это как раз обратная связь ребенка, которая позволяет ему формироваться и развиваться. Вот здесь мы видим мониторинг участников, он таким образом выглядит, его тоже можно настраивать там, по пользователям, по классам, по периодам и так далее. Ну, то есть как бы обычная система, в которой есть некоторые удобные настройки, и есть отдельно там, конечно же, доска обсуждения, чтобы обсуждать. Мы призываем, у нас не всегда получается сейчас обсуждать не то, какой классный проект, здорово, я наконец-то нашел свою деятельность, а говорить о содержании, говорить о исследованиях, говорить о результатах, которые есть. Общаться можно разными способами. Мы предусмотрели все формы общения. И вот первое – это обсуждение, где как раз можно писать все эмоциональные оценки на всякий случай, потому что все-таки это социальная сеть определенная. Второе – у нас есть дневник исследователей, где четко прослеживается та логика проекта и то исследование, которое выстроено. Кроме того, из средств общения еще можно пользоваться личными сообщениями. Чаще всего мы позволяем писать личные сообщения педагогам, ровно потому что мы все равно их видим с точки зрения безопасности на определенные слова, чтобы не было нюансов, связанных с юридической историей. И эти средства общения могут быть в виде рассылок и так далее, особенно если это организованная деятельность в кружках, если это в виртуальных площадках и так далее. Про графикацию я вам рассказала. Вот это то, за что борются дети. Когда это было придумано, мы не были уверены, что вот именно такой знак пойдет. Но почему-то их важно накапливать. Причем я вам точно расскажу парадоксальную историю. У нас есть такой конкурс научных марафонов, в нем участвуют дети. И прям изначально написано, что конкурс детский. Побеждают дети, нам приходят сообщения от взрослых. Я тоже ответила на все вопросы, я ответила поздно. Первый, почему у меня нету бейджа. Мы говорили, ну вот это вот как бы взрослый конкурс, вы взрослый, а это детский конкурс. Он говорит, нет, ну и что, я все равно первый ответила. Вот как доказать, что вот не нужен тебе этот знак. Ну, мы пока не научились, и таких вопросов они остаются до сих пор. Вот, есть сертификаты, которые мы даем участникам, и они, все награды настраиваются, причем авторы кружков и авторы курсов сами могут себе придумать эту награду, есть определенные форматы, выдавать ровно свою как награду для того, чтобы в дальнейшем это было, идентифицировалось с автором и так далее. Все проекты сообщения премодерируются и постмодерируются, и есть кнопка «Пожаловаться» для того, чтобы, если кто-то раньше наших модераторов заметил что-то, что кажется сомнительным с точки зрения юридической, это первое, на что мы смотрим. Второе, юридически это там две истории.
понятно, это детские вопросы, связанные с наркозависимостью, вот эту вот сумму просто блокируют, и связанные с ФАСом, потому что, ну, например, есть некоторые компании, которые не очень хотят, чтобы их имена упоминались, поэтому мы просим не размещать картинки известных брендов, ровно потому что, ну, не надо. У нас были нюансы с ФАСом, когда мы рассказывали, что это детский проект, что ребенок считает хорошим, поэтому он нас сравнивает. Не всегда это можно доказать, и мы об этом сообщаем в пользовательском соглашении, о том, что, во-первых, это ваша ответственность, во-вторых, есть нюансы. Вот, да, есть доска обсуждения, на которой тоже все модерируется. Постмодерация осуществляется после публикации этих комментариев, которые могут блокироваться. И, как я уже говорила, каждый пользователь может пожаловаться, и это рассматривается. Вот этот слайд тоже очень интересный с моей точки зрения содержательный. Он говорит о том, чему могут научиться дети. Если возвращаться к самому первому слайду, мы говорили о тех компетенциях, которые есть, и мы попробовали их соотнести с теми компетенциями. Они, в принципе, здесь сочетаются. Я всегда говорю не смотреть на эту строчку, но просто это очевидная история 100%, потому что все, кто участвует в Global Lab, они используют их компетенции. Вот. Но очень показательны многие данные, в частности, умение систематизировать данные и делать выводы. Второе – навык самостоятельного поиска информации. Сейчас мы исследования еще будем не просто поиска информации, а оценивать будем самостоятельность. Причем самостоятельность мы будем оценивать не только посредством ребенка, а посредством педагога в том числе, потому что это очень важный критерий решения. То есть, когда ты умеешь уже самостоятельно действовать, ты приближаешься к тому эталонному умению решать проблемы, о которых мы говорили в самом начале. Это те результаты, которых мы достигли на сейчас, которые мы готовы обсуждать. И если есть вопросы, на которые я могу ответить, я сделаю это с удовольствием. Коллеги, у нас сейчас по онлайн-связи присутствуют здесь преподаватели из Печоры, Воркуты, Ухты, Вуктыла, Сыктывкара и Нижнего Одесса. И вот у нас есть уже вопрос от коллеги из Сыктывкара. Он спрашивает, как можно получить доступ к Global Lab? Доступ к Global Lab можно получить двумя способами. Во-первых, чтобы участвовать в этом всем нужно просто зарегистрироваться. И зарегистрировавшись, вы можете принимать участие в любом готовом проекте и даже создавать там собственный проект. Все есть премиальные доступы, они платные, и чтобы к ним получить доступ, их нужно приобрести. Но основная деятельность, связанная с исследовательской, она, собственно говоря, бесплатная. Достаточно педагогу только зарегистрироваться, или каждый ученик сам должен? Ну, смотря какую задачу преследует педагог. Если педагог... Есть несколько способов использования Global Lab. Если вы хотите, чтобы дети занимались деятельностью, то им нужно регистрироваться и что-то делать. Вот. А если вы хотите, чтобы, как часто бывает, используется Global Lab, я просто знаю, открывается какой-то слайд и говорит, посмотрите, как дети участвуют в другом регионе. А вот у них традиции такие, а вот в этом регионе такие. То есть, если вам нужен некоторый развлекающий момент в начале мультимедийный, то это можно использовать таким образом, когда зарегистрироваться должен педагог. А если вы хотите там весь вот этот процесс работы в команде, когда ребенок ставит цели, задачи, когда он ищет себе единомышленников, когда они вместе получают данные, когда они обсуждают, то учитель вряд ли сам справится. Вот там у молодого человека... Представьтесь и вопрос, кто является вашей командой, то есть Global Lab является сколько лет, скажем так, вашему продукту, да, и кто работает в этой оболочке, кто создатель. Смотрите, Global Lab, вот в той реинкарнации, которую вы сейчас видите, Global Lab 4 года. Мы зарегистрировались как сколковская компания в 2012. В 2013 мы начали собирать команду, и впервые первая версия сырая была опубликована 15 сентября 2013 года. Я просто очень хорошо знаю это, да.
Кто у нас в команде? У нас в команде есть несколько блоков. Первый блок – это разработчики, потому что там есть математики, программисты и так далее. Ну, просто без этого ничего не может существовать. Второй важный блок – это команда, которая связана с методической работой, это методисты. Эти методисты, часть из них присутствует у нас, и большая часть их – это распределенная команда, потому что когда у нас есть проекты по разным темам, мы привлекаем разных людей, которые у нас есть в команде, они у нас распределенные. Ну, там математика, допустим, в Астрахани, что-то у нас в Петрозаводске. Вот, ну, то есть вот разные люди учат по своему предмету. Следующий блок после методистов у нас блок тьюторов. Мы отдельно работаем с тьюторами, у нас есть разные курсы повышения квалификации. Схема такая, есть некоторые вебинары, которые у нас проходят. Это первая история работы с педагогами. Вторая, есть тьюторская программа, когда педагог своими действиями зарабатывает себе много, мало того, что экспертизу, но еще и возможность доступа ко всем сервисам, которые есть. Это второе направление. Третье, мы обучаем педагогов на разных курсах, в том числе повышение квалификации с различными вузами. В частности, это Московский городской университет, это Астраханский университет ИРО, Институт развития образования, это Высшая школа экономики по разным направлениям, но в регионах, когда мы работаем с разными регионами, чаще всего мы даем методологию и некоторую дистанционную историю, а теорию мы предпочитаем, чтобы вела местная организация, как вот здесь Институт развития образования. Нам не жалко делиться вот нашей экспертизой и готовыми материалами. Мы ведем практику, и это повышение квалификации. У нас есть 36 часов, и, собственно говоря, 76 часов, не знаю, почему 76, так решила Высшая школа экономики. Вот. Это следующий блок, который у нас есть. У нас есть третье направление работы с сообществом, когда есть группа модераторов, группа людей, которые работают с детьми, проводят конкурсы, развивают их и так далее. Ну, собственно говоря, если я все, мне кажется, будет это все. Образ какой программы зарубежного аналога? Это не прообраз программы зарубежной. Есть Global Lab существовал в некотором варианте до 91-го, вернее, он существовал в MIT. Это американская история. И там был такой великий ученый, которого, к сожалению, в этом году не стало, это Боб Тинкер, который когда-то был призван в команду Гора для того, чтобы попробовать использовать интернет в естественно-научном образовании. И они это пробовали, у них получалось, причем по большей части у них получалось это делать с деликвентными детьми, я сегодня кому-то об этом уже рассказывала, потому что они здесь чувствовали некоторую социализацию и чувствовали скорее нужность, потому что их слушают, их видят, они что-то умеют. Борис Гринфельд, он пока не болел, он был частью нашей команды, и он принес эту идею в Россию, использование этого в естественно-научном образовании. Когда мы начали объединяться, мы объединились не вокруг содержательных материалов, а вокруг конструкторов, потому что мы считаем, что нужно давать возможность каждому создавать эти проекты. И та команда, вот эта идея будет трансформировать в то, что я представила сегодня. От содержания к конструктору, от содержания к сообществу и от естественных наук к жизни, потому что жизнь, она состоит из многих предметов. Спасибо. Уважаемые коллеги, вопросы? Я молодой человек, у вас был вопрос. Нет, тоже симфонический. Каков онлайн этой среды? Онлайн. Онлайн это количество человек, которые задействованы на сию минуту, скажем так. То есть пиковый. У вас нет таких процентов, да? Нет, там за уникальных одномоментно до 20 тысяч доходит. Ну, вот если мы с вами об одних и тех же терминах говорим, которые присутствуют в среде. По количеству регистраций в неделю это было 4, вот за последнюю неделю это 4 тысячи. Мы вот как раз накануне смотрели, человек регистрируется в системе в неделю. То есть, чем-то похоже на онлайн-игру, да? Там есть чат, как таковой игровой чат. Но он не игровой, он исследовательский чат. Чат здесь исследовательский, да. Троллинг присутствует там?
модераторы не позволяют. Ну, то есть, Перманентные баны присутствуют? Ну, то есть навсегда убираются пользователи, да, которые такая история есть. постоянно нарушают Да. дисциплину. Ну, мы вот знаете, я понимаю, о чем вы говорите, потому что мой предыдущий опыт связан в том числе и с крупной мультимедиа-компанией. Вот, мы стараемся уходить от игровой терминологии в сторону образовательной, но... Почему? Почему? Не модно, да? Что? Ну, не модно, не очень хорошо звучит, игровая терминология. Ну, скорее непонятно звучит для того контингента, который... Нет, графикация идет. Поймите, вот то, что... Смотрите, в любой, даже крупной коммерческой компании есть механизмы графикации. Когда ты работаешь в команде, накапливаешь баллы, у тебя есть рейтинг и так далее. В этой системе, вот в классическом понимании и графикации эти элементы тоже есть. Почему я не говорю, почему мы уходим от игровой терминологии? Ровно потому, что мы работаем и с педагогами. Педагогов пугать лишним – это очень тяжело. Вот. И я говорю абсолютно откровенно. Поэтому, То есть педагоги неповоротливые. Слушайте, у меня нет таких хотите получить ответ, который вас устроит. Прям психологическую атаку сейчас видите. На психолога, да? Да. Нет, это И не задать проект, что вы можете это попробовать выяснить, да, действительно. Но вот вы не надо загонять никого в рамки. Поворотливые. Вот есть педагоги абсолютно неповоротливые. Пришли, открыли книгу. И здравствуйте, я Мария Ивановна, я вам расскажу сегодня об истории. Прочитайте параграф 15, а что вы запомнили? Этот педагог неповоротливый. Но зато есть другая Мария Федоровна, которая приходит, тебе рассказывает, и когда произошла война, и давайте поисследуем, а кто еще в этом вовлечен, давайте создадим игру и так далее. То есть вот мы попадаемся в свою же ловушку. Давайте создадим рамки сейчас для педагогов. Рамки нет. Ну да, они отсутствуют по идее. А вот прочитав первый параграф, я так понял, что я, по сути, не в России нахожусь. Цель учебного процесса, ну и формирование личностной компетенции, создание условий социальной адаптации и развития. У нас в Камехе такого нет. У нас есть только на показательных уроках, наигранных, знаете, там, отрепетированных там, по 10 раз. Да, все выглядит круто, классно. Но на самом деле это не существует. Вы хотите об этом поговорить? Нет, я не хочу об этом поговорить. Я бы хотела обратиться еще к Татьяне. Мы с ней обсуждали вопросы, связанные с когнитивным рядом, что такое инновация, и почему все-таки была признан одним из лучших проектов в мире. А вот именно развитие инновационного мышления и само понятие инновации, то, что вот ваш пример, который вы сегодня приводили, он просто поразительный. Да, я сегодня приводила для себя некоторые открытия, которое произошло на обучении. Дело все в том, что мы в России считаем инновации это то, что сделает нас впереди планеты всей. Там agile, это технология, там 3D, потом робототехника, еще чего-нибудь, много чего. Когда оценили вот те 100 инноваций, которые выбрали из всего мира, оказалось, что инновации по сравнению с тем, что является в России еще инновацией, является некоторая вещь, которая позволит вам быть гармоничным и успешным в обществе. И то есть, если даже ты не сможешь собрать мега успешного робота, я в статье писала об этом, а вывалишься в грязи, ты сможешь дальше быть хотя бы на шаг дальше, чем ты сейчас есть, это тоже является инновацией. И придумать такие инновации не очень легко. И поэтому вот по-другому все-таки выглядит мировая инновация, это инновация, которая у нас почему-то вот засела, как некоторые технологические прорывы. Спасибо. Вопрос онлайн? Да, есть вопрос онлайн. Да? Преподаватель, когда регистрируется в Global Lab, может реализовать бесплатно только один проект? Или как? Да. Или преподаватель поучаствовать и увидеть данные, он может в любом количестве проектов, во всех. А собственный проект он может делать один. Только один. Да. Есть еще один вопрос. Платная ли регистрация для детей и какие суммы? Регистрация точно абсолютно бесплатная.
А суммы, видимо, у коллег нет. Ребенок в год, а тут вообще про ребенка нету. Для ребенка в год это 1350 рублей в год для участия во всех сервисах, которые там существуют. Для школы это для класса 30 человек 13 тысяч. Спасибо. Еще один вопрос. Смогут ли обучающиеся и их родители самостоятельно разобраться в Global Lab? Ну вот, да. То есть и мой ответ да, потому что таких родительско-детских команд очень много, причем они уже создают свои группы по интересам, включаются. Да, я кажется, мы еще обсуждали, мы говорим о том, о подключении всей семьи. Да, это в это вовлекать не только школьников, но и ученых. И ученые, когда уже видят, то есть должен был быть процесс накопления данных. Мы накопили 150 тысяч участников, это уже база, которую ученым можно найти. Потому что русское географическое общество с 10 тысячами участников не особенно кого-то принимало. Ну, на самом деле, вот через молодежные клубы, которые русское географическое общество сейчас довольно-таки активно набирает, которые действуют на волонтерских началах, когда принимаются в том числе на базе учебных, организуются на базе научных сообществ. Можно вот такие научные исследования проводить, и можно действовать через это волонтерское начало. Это было бы здорово. На самом деле, те данные, которые сейчас уже есть и про грачи, и точно про цветение, и черемуха. И я даже, не будучи биологом, знаю, что черемуха цветет там какой-то не первый листик, это цветение, а именно какой-то, по-моему, четвертый лист, да? Это как раз вот начало биологической весны. Поэтому эти методики, это очень жесткая история, только в этом случае при полном выполнении ее эти данные могут быть ценными. Уважаемый коллега, еще вопрос, да, включайте. Александр. Сведения у вас в регистрации. Если это облачная технология, то сведения куда находится база данных популярных. Территориальная база данных находится русских пользователей в России, не русских пользователей в Германии. Мы делим базу на две. Мы не собираем персональные данные. Вы, когда регистрируетесь, можете указать почту и свой ник. Вот, все остальные данные они предоставляются по желанию. Мы заранее говорим о том, что мы персональные данные не собираем. Ну, это абстрактный человек, мы над этим тоже думали. Во-первых, это портфолио пока нужно этому ребенку, а второе, над чем мы технологически думаем, это в процессе в дальнейшем, как идентифицировать ребенка и защищать, но пока мы данные персональные не собираем. Ну, собственно, как вы говорите. Взаимодействие с взаимодействие с Мы принимаем некоторые поля. Ну, то есть, на Лизару мы принимаем поля, которые у нас есть. Но дневник — это система, которая защищает. Поэтому мы принимаем там, собственно говоря, имя, отчество и, допустим, адрес электронной почты. Мы не принимаем все поля, которые... Там же персональные данные — это определенное сочетание даже. Это, например, если у тебя есть имя и нет класса, это не полный комплект персональных данных. Вот, ну, по крайней мере, я являюсь сейчас на нескольких юристов. Вот, и мы полный пакет персональных данных не собираем. Мы их не принимаем. Я вас очень не слышу. Как научные сотрудники могут использовать вашу систему для малой академии? Наверное, представитель научного центра в рамках малой академии для школьников задаете, да, в рамках деятельности. Хорошо. Ну, вы можете вовлекать, создавать проекты, собирать данные, анализировать их и получать исследования. Собственно говоря, стандартные истории. Или вы что, ну, какой-то недопоняла вопрос. А может быть, расскажете о своем проекте «Малая академия для школьников»? Ну, кратко. Проанонсируйте ваш проект. Я знаю, что он действует уже последних 2 лет. Не больше. Да, мы просто помогаем школьникам сделать какой-то проект. На самом деле, институт, ну, может, этот вопрос лучше обсудить с институтом. Может, это вопрос исключает, каким образом мы можем использовать Global Lab. Как нам это может помочь? Вам это может помочь быть инструментом для сбора данных. Ну, то есть, если у вас есть проект, в этом случае
Наверное, вы вопрос задаете, можете ли вы быть модераторами какого-то кружка, может быть, это вы имеете в виду, направление какого-то, да, Татьяна Викторовна? Могут ли подключаться коллеги как модераторы, например, какого-то направления, кружка? Вы можете подключаться к модератору кружка. Для этого вам нужно написать в редакцию, они вам расскажут все, что вам нужно сделать для того, чтобы стать разработчиком и модератором этого кружка и куратором его в дальнейшем. Да, то есть, да, действительно, ваши кружки могут создаваться, эти кружки могут транслироваться во все регионы, там условия редакция вам расскажет. Причем там скорее вы будете создавать. Вот, в этом случае вы можете создавать свой проект отдельно, если вы в этом случае как создатель будете модератор, модератор содержательной части, то есть технических и юридических вопросов. Просто нужно зарегистрироваться и посмотреть. Потому что это интересное предложение, которое вы сейчас озвучивали, да. Я думаю, что это должно получиться как отдельное направление взаимодействия нашей республики с Global Lab. Вы можете взять у меня контакты редакции, редакция вам с удовольствием ответит на эти вопросы, и максимальная форма взаимодействия она может быть выработана, потому что есть регионы, которые для себя нашли подходящие формы. Уважаемые коллеги, мы сегодня говорили о формах взаимодействия Global Lab, мы поднимали вопросы о включении нашей республики в деятельность Global Lab, но самое важное, мы решали вопросы, каким образом поддержать нашего педагога, обучающегося и их родителей при включении в инновационную исследовательскую деятельность. И я понимаю, что вопросов еще осталось много. Мы, наверное, предложим формат дальнейшего обсуждения в рамках офлайн обсуждения. Я прошу вас впоследствии включаться в обсуждение тех вопросов, которые мы сегодня обсуждали, актуализировать ваши вопросы. Я думаю, что на основе ваших вопросов мы сформируем уже резолюцию круглого стола, который прошел по информационной сети, но важно, чтобы наше взаимодействие оно было видно именно как обратная связь от вас, уважаемые коллеги. Обращаюсь и к тем, кто участвует в онлайн-режиме с нами. Поэтому, уважаемые коллеги, только начало. И мы ждем, наверное, продолжения. Спасибо нашего взаимодействия. Уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо, Татьяна Викторовна. Спасибо. Наверное, мы сегодня завершим. Спасибо, коллеги, что приняли участие.